из возвышенностей Сухума стоит красивое здание, занесенное в список культурного наследия – дом Нинуа. В старом Сухуме жили братья Нинуа – Самсон и Антон. Сначала они были рабочими, потом оробщиками. Позже стали заниматься табаком и быстро разбогатели. В 1914 году купец Самсон Нинуа заказал строительство нового особняка для своей семьи. Был возведен роскошный особняк в 2,5 этажа из 15 комнат общей площадью 345 квадратных метров. В 1922 году здание муниципализировали, дали ему название «Образцовый рабочий дом». В 1930 году по постановлению Президиума ЦИК СССР Абхазии здание было передано Наркомпросу для использования под драмстудию и зачислено в фонд коммунальных строений. Позже дом был передан Наркомпросу под музыкальный техникум. В настоящее время здесь размещается музыкальное училище. Лана, ну вот мы с вами перед одним из самых интересных памятников архитектуры города Сухума, которая входит, видимо, в список культурного наследия как дача Нинуа, как профессиональный архитектор. Что мы скажем об уникальнейшей архитектуре этого объекта? На самом деле объект уникален, не зря его называют особняком. Таких особняков в городе Сухум с такой декоративностью, изяществом внутренних решений и внешних фасадов очень мало. И на самом деле его состояние до сегодняшнего дня было довольно неплохим, потому что сохранились все внешние архитектурные элементы и внутренние декоративные элементы дошли до нас в идеальном состоянии. Но, наверное, надо начать с того, что перед особняком нас встречает сохранившаяся до наших дней металлическая ограда. То есть она в плохом состоянии, но сохранилась. Она декорирована растительными мотивами, геометрическими мотивами, что нас опять-таки отсылает к стилю модерн. А после того, как мы уже входим во двор особняка, нас встречает железобетонная ограда, которая также выполнена с изогнутыми формами, которые нас отсылают к стилю модерн. И можно отметить, что они украшены солярными знаками. Опять-таки вот эти плавные линии, которые нарастают в сторону лестницы, они призваны дополнительно украшать входную группу. Эта лестница, она двухмаршевая, она ведет к центральному входу здания. То есть, опять-таки, мы встречаем излишнюю декоративность, но это, наверное, не просто так, потому что на самом деле особняк стоит на возвышенности, и ему требуется вот эта большая лестница, парадная лестница, поэтому мы ее тут наблюдаем. На самом деле, те, кто подходит к училищу, видит вот эту нависающую прямо над ним громаду. Конечно, ландшафт вот этой вот местности, именно он продиктовал вот эту двухмаршевую лестницу. Правильно, Лана? Да, мы такое решение можем встречать и в других особняках именно на этой улице. Например, так же, как и на даче Дундер, она также двухмаршевая, полукруглая. То есть это вот особенность таких рельефов. Ну и вот скажи, пожалуйста, вот как композиционно, как выстроено это здание? Нужно отметить, что стилистика этого особняка – это модерн с элементами неоклассицизма. Модерн, он в основном проявляется в соотношении форм, создающих все здание, то есть это разная высота частей здания. Это вот модерн. А классические мотивы мы видим в декоративных элементах в основном. Классические мотивы такие, как рустовка всего фасада. Она выполнена по всему периметру. Это и декоративные кронштейны, которые поддерживают крышу и горизонтальные элементы здания.
Если возвращаться к модерну, то на фасаде он ярко выражен металлическими элементами. Металлические декоративные элементы, они у нас очень сильно стилизованные, геометрические, почти нет растительных мотивов. Вот так как здание построено в 1914 году, то есть это уже такой более рациональный модерн, спокойный, геометрический, в противовес всему, что мы обычно наблюдаем в Сухуме из модерна. В основном это растительный какой-то орнамент. Но вот растительный орнамент модерна, он вот присутствует в интерьере. Это мы вот дальше рассмотрим. Но я бы хотела еще добавить, зритель видит на фасаде кессоны по периметру. Это тоже один из элементов вот по вот этим, да? Их можно назвать филенками. Это углубления прямоугольные, либо другой формы, которые просто призваны дополнить пластику фасада. Здесь также отличается фасад тем, что он не белый, как мы обычно привыкли видеть на других фасадах этого периода. Цветовая гамма фасада составлена из желтых и охристых оттенков, что опять-таки очень хорошо гармонирует с зеленью окружающей. То есть это все опять-таки природные цвета. Дальше хотелось бы выделить вот эти элементы, которые составляют формы всего здания. Самым высоким является боковой элемент. Он высотой в 3 этажа, при том, что остальные все элементы 2 этажа высотой. Он лидирующий и венчается кровлей с чешуйчатым покрытием, что опять-таки очень часто встречается в городе Сухум. И завершается эта кровля усеченной пирамидой и шпилем. Все это сохранилось в хорошем состоянии и выглядит совершенно великолепно. На самом деле этот особняк можно, наверное, назвать одним из самых красивейших в Сухуме, благодаря, опять-таки, своей излишней декоративности. Что можно сказать про модерн? Это все еще различные формы окон. Мы на фасаде можем встретить и прямоугольные окна, и овальные окна. Также у нас на вот этой крыше пирамидальной встречается люкарна со всех 4 сторон фасадов. Люкарна, она как раз-таки у нас пришла из более классических стилей. Она здесь декоративная. Люкарна – оконный проем в чердачной крыше или купольном покрытии. Наверное, такой самый яркий элемент, который нам встречается, когда мы подходим к этому зданию, это окно овальное, которое поделено на еще 3 арочных окна. Она служит для того, чтобы давать освещение внутренней парадной лестницы, что мы увидим далее. По поводу люкарны, в Сухуме еще где-нибудь встречается люкарна на фасадах здания? По-моему, нет, не могу вспомнить. И в этом его уникальность этого дома. Вот это богатейшее декорирование фасада, некая строгость, вот эти бросающиеся в глаза замковые камни. Все это придает этому дому на самом деле какое-то величие. Да, вот есть еще один интересный элемент, единственный деревянный на фасаде, это деревянные кронштейны, которые поддерживают основную часть крыши. То есть, опять-таки, этот декор, он не несет в себе никакой функции. Опять-таки, это вот из стиля модерн к нам пришло. Лана, ну вот мы на 2-м этаже, знаменитый зеленый камин. А что мы скажем о нем? Этот камин – настоящее произведение искусства, потому что он выполнен из майоликовых плиток, глазурованных плиток, насыщенного зеленого цвета. На самом деле таких каминов сейчас сохранилось несколько. Они дошли до нас из Российской империи. Например, один есть в особняке Елагиной в Москве, и второй точно такой же камин сохранился во дворце эмира Бухарского в Железноводске.
Такие камины часто встречались в особняках и домах начала XX века, но это было дорогое удовольствие. Но они признаны были украшать одну из, самую главную комнату в доме. Но в этом особняке таких подобных каминов несколько, до 5 каминов встречаются. Это самые декорированные, самые изящные из них. Мы можем как раз-таки заметить очень сильное влияние стиля модерн. Он выражается во флоральных мотивах, которые украшают этот камин. И есть зооморфные мотивы некоторые. Сохранился даже листок из каталога с изображением этого камина фабрики, на которой был изготовлен этот камин. Это саксонская каминная печная фабрика в Мейсоне, это Германия. И вот благодаря этому мы можем быть с точностью уверены, что это на самом деле ценный предмет интерьера, и нужен необходимый уход, правильный уход за ним. Из особенностей этого камина это вот такая керамическая ставка с пасторальным мотивом, с изображением природы, что опять-таки очень часто встречалось в ту эпоху. Символами модерна были и природа, и зооморфные мотивы, и морской мир. То есть все это здесь встречается у нас в синтезе. Вот эти колонны меня так удивили. Да, колонки. маленькие декоративные колонки. Они вот даже имеют какое-то египетское, наверное, настроение благодаря вот этим капителям. То есть здесь все сильно смешивается, и это вот как раз-таки признак модерна. Ну, тут элементы классицизма и модерн. Опять. Да, элементы классицизма это вот, наверное, все-таки в некоторых местах геометричная форма, но все-таки это больше декоративность. Декоративность вот как раз-таки тот модерн, который был самым ранним, хотя здание построено в 2014 году, это уже во всей Европе закат модерна, но вот у нас в это время как раз-таки он самое лучшее время свое. И венчает камин такая корона, которая вообще в каминах такая деталь. Да, вот, Да, это нестандартная корона, которую мы привыкли видеть в каминах города Сухум. Она плоская и по углам украшена вот неопределенными природными формами. Опять-таки, это все символы модерна. Лана, идет вот ремонт, а камин был специально упакован в такую пленку. И нас очень радует такое трепетное отношение к тому, чтобы не повредить этот камин. Да, часто, к сожалению, бывает так, что во время проведения ремонтных работ какие-то архитектурные элементы ломаются, и их уже невозможно привести в изначальный вид, но здесь видно, что бережное отношение ко всем архитектурным элементам сохранено. И мы будем уверены в том, что после открытия музыкального училища все декоративные элементы будут в сохранности. Строители нам любезно открыли вот один из участков пола. И что мы видим, Лана? Мы видим очень хорошо сохранившуюся плитку начала 20 века. Это вообще уникальное что-то. Такой вид плитки называется метлахская плитка. Это тоже довольно дорогой строительный материал, который использовался в начале 20 века. И метлахская плитка здесь встречается не в одном виде. В этом здании их несколько разных видов с геометрическими рисунками. Вот одна из них — это очень мелкий октагон с
квадратными плитками, с вставками между ними. Размер этого октагона говорит нам о том, что это очень детализированная, мелкая и очень качественная работа. Оттенки голубого цвета, они повторяются и в других коврах этой плитки в этом здании, но вот такой геометрический рисунок очень хорошо украшает почти все балконы этого здания. Я должна заметить, мы сняли не один памятник архитектуры и снимали в том числе и древнюю плитку. Но вот такой сохранности и такую мелкую по формату плитку я лично вижу первый раз. И это не может не восхищать. Да, это говорит о том, что хозяин этого особняка хотел вкладываться, хотел, чтобы его дом выделялся среди других, и у него это получилось. Некоторые амбиции хозяина. Да. Конечно, для того времени это было очень, скажем, прямо крутое новшество. Да, и которое сохранилось до наших дней. В принципе, эта плитка существовала, ее делали для того, чтобы через 100 лет люди могли также ею восхищаться. Она не стирается, то есть эта краска, она проходит по всей толщине этой плитки. И благодаря этому, сколько бы эта плитка не стиралась, она все равно будет сохранять свой цвет. Вот в чем ее главная особенность. И как здорово, что мы ее очень корректно реставрируем. И я думаю, что и наши и дети, и наши внуки и правнуки будут лицезреть и восхищаться старыми строениями Сухума. В этом доме красиво все. В частности, здесь еще очень красива лестница. Что мы скажем о ней, Лана? Нужно обязательно отметить, что это такая же лестница, как и в здании табачной фабрики Мирга Киелова, где сейчас располагается администрация города Сухум. Она точь-в-точь такая же, даже все металлические элементы и ступени из гранита, и стол у основания лестницы на первом этаже. Все идентично. В том здании архитектор был островидов. Возможно предположить, что и архитекторы этого здания также островидов. То есть это мы говорим по лестнице, да, по лестнице предполагаем. можно судить. И хотелось бы особо отметить, что вот эти прямоугольные элементы, они похожи на элементы металлического ограждения балконов снаружи этого здания. То есть они перекликаются друг с другом. Да. И также это уже более поздний модерн, геометрический модерн, спокойный модерн. Опять-таки это нам говорит о том, что это все-таки уже угасание модерна в Европе. И такой спокойный стиль, он у нас вот соседствует с таким более декоративным модерном в виде каминов. Вот удивительно, прошло уже больше 100 лет, лестница просто поражает своей сохранностью и такой продуманностью ограждений, вот этих вот балясин металлических. Да. Просто вот, опять-таки это дороговизна материалов, качество материала. Здесь использован гранит, натуральный камень. То есть эта лестница будет радовать глаз еще долгие годы. Также хотелось бы отметить, что в таком богато украшенном доме не могло не быть расписных стен. Даже сохранились фотографии, где видно, что вот некоторые стены были богато расписаны в стиле модерн. Это и флоральные мотивы, оттенки зеленого, голубого. К сожалению, вот, возможно, в советское время, когда проводили ремонт, эти росписи не сохранились, но мы точно можем быть уверены, что также и внутри была богатая роспись. Ну вот
вот лично меня, Лана, очень удивили вот эти обломы, которые оказываются аутентичны. Я думала, это в советское время. Нет, потолки каждого помещения в этом здании были изначально украшены карнизами, которые плавно объединяли стены с потолком. И это довольно часто встречающаяся ситуация в особняках XX века. Это вот дополнительный элемент декора. Демир, здравствуйте. Здравствуйте. Мы видим, полным ходом идут работы в музучилище. Скажите, пожалуйста, вообще по городу поползли такие слухи, что меняется аутентичный образ памятника архитектуры. Давайте успокоим наших жителей и скажем, что на самом деле здесь происходит и какие у вас дальше планы, что будем делать. Можем с уверенностью успокоить всех наших телезрителей, всех заинтересованных лиц и граждан республики. На сегодняшний день происходит капитальный ремонт здания, которое является историко-культурным наследием республики. С самых первых этапов капитального ремонта лично Гарри Анатольевич посещал этот объект, неоднократно давал свои предписания, в том числе, это первичные его предписания были связаны с тем, что необходимо обезопасить и защитить полностью камины, потому что это является одним из самых важнейших элементов этого здания. Мы сделали специальный короб, жесткий, для того, чтобы не было возможности вообще никакого доступа к каминам. На протяжении всех работ мы обезопасили в том числе плитку, которая выложена мозаикой, которая сделана еще в самом начале строительства, это 1914 года, кладка. Мы обезопасили ее фанерой и стараемся очень внимательно относиться к тем элементам, которые у нас сохранились в первозданном виде. Те задачи, которые перед нами стоят, это вообще такого плана объекты, у нас их не так много в работе, и поэтому прикоснуться к истории и постараться сохранить все то, что есть, это наша первостепенная задача. Таким образом, мы были сосредоточены именно на тех элементах, которые несут историко-культурное наследие. Это фасад, это плитка, камины. И во всех отношениях мы стараемся повторить в полном первозданном виде каждый из этих элементов. Дамир, то есть сохраняется аутентичность объекта? В обязательном порядке. Скажите, сейчас мы видим какой-то определенный этап. Содрана вся штукатурка, вы дошли до кирпича, и следующие этапы у вас... Да, еще мы не видим рам. Рамы здесь были деревянные. Будут ли в перспективе деревянные или пластиковые? Вы знаете, перед началом проведения работ так получилось, что лично президент посетил объект, и когда он начал задавать вопросы в части отделки, у нас в сметной документации предполагалась установка пластиковых окон. На что он очень сдержанно, но тем не менее убедительно сказал, что есть необходимость установить именно дубовые окна и повторить тот конструктив, который был изначально. Эту задачу мы обязательно выполним. Более того, на сегодняшний день уже заказаны дубовые окна. И через 2 месяца они будут уже готовы и будут устанавливаться на объекте. Параллельно с этим мы проговорили с Управлением историко-культурного наследия. Мы постарались сохранить именно цветовую палитру. И все будет воссоздаваться в самом первоначальном виде, как оно было. То есть фасад тоже будет уже вот такой песочный и белый, как он и был? Он будет песочный, белый, и обязательно будут дубовые окна, которые в очередной раз подчеркивают такую серьезность, мощность объекта, как говорится. Все, отлично. Тогда вы нас очень обнадежили, придали нам прямо серьезную такую надежду на то, что мы
через некоторое время зайдем и увидим просто обновленный объект, памятник архитектуры. И все же еще, вот мне хочется спросить у вас, вот сейчас на каком этапе работ вы находитесь и что вы будете делать дальше? Сейчас мы находимся на начальном этапе проведения капитального ремонта. На текущий момент полностью демонтирована отделка старая. Сейчас мы сталкиваемся с определенными сложностями. Все-таки здание построено 100 лет назад, более 100 лет назад. Есть сложности в том, что есть примыкание кладки с деревом, которые в современное время были недопустимы. Но, тем не менее, все эти сложности мы в любом случае обойдем. Для того, чтобы не возвращаться к капитальному ремонту вновь, в отдельных случаях будут использоваться перегородки, которые позволят на более долгий срок обеспечить качество выполнения работ. То есть мы постарались уйти от дранки, но это не влияет на историко-культурное наследие. И в основном это были просто межкомнатные перегородки, которые мы делаем уже капитально, чтобы сохранить объект намного дольше. Скажите, а вот кровля остается или она требует вообще ремонта? Кровля в обязательном порядке требует капитального ремонта. У нас в данном случае это фальцевая кровля, которая в советский период была заменена. И, к сожалению, были применены материалы, которые подвергаются коррозии. На сегодняшний день, значит, мы будем применять уже оцинкованный металл, который прослужит гораздо дольше, но все элементы мы полностью будем повторять в первозданном виде. В том числе, значит, крышки, которые расположены над каминными шахтами, над дымоходами, вернее. Да. Значит, мы отдали специалистам, которые в первозданном виде повторяют ровно в таком же виде все эти элементы. И это было вот такой непростой задачей. Мы долго искали людей, которые смогут этим заняться. И в итоге, слава богу, у нас есть такие люди, которые собственными руками вручную просто это все будут нарезать и повторять то, как это было в самом начале. Это великолепная информация, которая нас очень радует. Ну, еще один вопрос. Демир, скажите, пожалуйста, а что ждет лестницы? Это тот элемент, который всегда этому музучилищу давал какой-то колорит. Как вы будете восстанавливать лестницы? Лестница в целом сохранилась достаточно неплохо. Порядка 67 балясин надо будет восстановить. И полностью, значит, отштукатурим, приведем в порядок. И сами ступени мы планируем сделать из мрамора. То есть постараемся немного улучшить, но в то же время сохранить вот ту роскошь, которая есть изначально. То есть вы на самом деле делаете очень такую тонкую, изящную работу. Вы при всей возможности сохраняете аутентичность, но делаете все-таки, чтобы это было более долговечнее, чуть-чуть усовершенствуя современными материалами. Я правильно поняла? Абсолютно верно. Спасибо вам большое. Сухум с трепетом будет ждать, когда будет иметь такая возможность зайти, посмотреть, насладиться еще раз старой архитектурой нашего города. Спасибо большое.